Ну ладно, пойду проверю, что там попало. Вчера поставил, сегодня проверяю. В жаркую погоду надо проверять каждый день. А тем более у нас травма у тебя, поэтому мы в ближайшее время собираемся поехать, поэтому задерживаться не будем. То есть поход наш укороченный будет. Мне другое интересно, там кто-то сети поставил, и вот мы третьи сутки тут, и, по-моему, в том районе звук моторов не было слышно. Там вся рыба затухнет. А еще интереснее, он вдоль берега все сети поставил, а я поперек. Как думаешь, кому больше попадет? Ради интереса я проедусь, посмотрю, там же видно на солнце, и сравню со своими. Может я ошибаюсь, может там вдоль и придется потом ставить, если он выиграет это негласное соревнование. Ну ладно, Валерий Батькович, не скучай, мы пошли. Отошел где-то около 100 метров от избушки. И надо же, абсолютно свежие лосиные следы. Абсолютно свежие. Ну обнаглел народ, ну обнаглел. Рядом с людьми ходит. Чукнул и еще и вывернул землю, когда лапу вынимал. Да. Так, привет, ручей. Как-то уж совсем безрассудно я поперся без антикомарина. Иду, аж глаз залетает, гады. Ай, ты гады. О, то ли дело. Кормить кровососов. Ладно, до кучи 2 секунды перекур. На озере ветер. Это будет для нашей рыбалки не очень удобно. Ну, буду сети вместе с рыбой собирать и на вешалах чистить. Монопод крайне интересное и нужное изобретение. Жаль только, что ломается в легкую. Блин, редиска. Ну, что сделаешь? Будем работать укороченным. С таким китайским моноподом камеру в воду не уронить. Ну что, поехали. Ну, сначала съезжу на тот конец озера. Все-таки интересно, как тому товарищу попало на сети, которые он вдоль травы кинул. И потом сравню со своими сетями, которые я поперек поставил. Поперек травы, поперек склона, поперек травы. Ого! Как-то вы непривычно сети вдоль травы поставили. Неужели в ветре полетели? Что-то непривычно, что здесь. Я говорю, сразу не местные поставили. Местные поперек ставят, а тут вдоль поставил. Ну, конечно. Ну, как-то, я говорю, непривычно. Я говорю, сети вроде местные. Сети местные, конечно. Да, это самое. Ну, как-то ставят странно. Я говорю, приезжие что-то. Приветствую. Приветствие. Ой. Как дела? Дело-то ничего. Ну, я слышал, хорошо попало, да? Я просто Да, хочу, ну, интересно, прикольно. я-то свои с той стороны поставил. Не, Нет, я знаю, что вы здесь, я там поставил. я даже мысли нету. Ты что? Я поперек поставил, мне просто интересно, сейчас вдоль или поперек лучше ловится? Сереж, нет. Ловится лучше, бля, вот на мелководье, бля. Травы когда мало. Да. Я уже подумал, я последние пару сеток кинул тоже в траву, но я поперек все равно кинул. Питаться надо рыбе, в принципе, куда им деваться по большой воде? Так оно есть, так оно есть, Сереж. Я чисто ради удовольствия, бля. Только ради удовольствия, все. Ну, ясно дело, это на первом месте. Правда, рыбка тоже не помешает. Не. Женщины на выходные приедут, им покушать надо. Во. Когда поднялся? Мы вчера сети поставили. Но у меня брат
кипятком ногу ошпарил, мы уезжаем. А что такое случилось? Ай, да алюминиевый чайник, ему лет 15, алюминиевая застежка отогнулась и прямо на ногу упала. Просто сети, говорю, сети надо взять, а то зря добро пропадет. Сети берем и мы поезжаем. У нас авария, можно сказать. Кожа слезла. То есть это... Не, я представляю себе, это плохо. Это даже не волдырь образовался, а кожу содрало. Это плохо. Хреново, где-то достаточно сильно. Так что наша рыбалка накрылась. Ну, а мы тоже все, уезжаем. Здесь постоянно держишь лодку или как? Нет, А, привожу. такую маленькую. Это батя сделал. Метра 2, наверное, да? Или больше. Да. Тут третий, второй сядет и это. Опасно второму. Так сегодня, блин, он, блядь. А два голоса было слышно. Это вы что, на одной лодке вдвоем или как? Да? Охренеть. Слушай, смелые ребята. Это просто выпили много, блядь. Нет, не смелые, это самые отчаянные. Ай, ты мне лучше расскажи, что там у нас с укропами, с украинцами. А, ну я понял, укропы, понятно. Извини, конечно, матюгаюсь. Да не говори, русские убивают русских, блин, 8 лет Это грохали. вообще. В том-то и дело. Ну, значит, мозги хорошо промыли, умеет народ ведь самое. Ну так за это время, видимо, промыли хорошо. Народ сошел с ума. Все, да, вот это Кто полностью. с оружием, кедри не вождь, стенки кедри. Я не знаю, Сережа, как так можно? Так в голову не входит. Не говори. Своих натравили против своих. Да. Да еще с удовольствием это делают. Это не люди. Пока Верховный Главнокомандующий нас не призвал, Ну да. не мобилизовал, Да. пока полоем рыбки, а там видно А будет. ты что сегодня YouTube-то свой не включил? А, не, подожди, я с Ютуба ушел. Ютуб это американская платформа. Чем мне в американских платформах размножаться? Там много чего полезного, а потом бабах этих фашистов пропагандируют. Да в компот их они. Я на Дзен и Рутуб, на российский перешел. Угу. Нет, я с удовольствием смотрю, у тебя хорошие смотрю, очень интересно. Так что если хочешь посмотреть, на Дзен переходи. Или Рутуб. Хорошо. Я уже свои платформы буду видео развивать. Очень хорошо получается, да. Ну, я нечаянно. Нет, хорошо, мне нравится. Я лайки не ставлю, но я просто смотрю. Ну, понимаешь, все, кто тут живет, они худо-бедно все местные, одинаково живут, ну, признают меня как своего. Я Ну, бы сказал конечно, так. а как Но нет? Конечно, ты что? Все проходят, кто рыбалкой и охотой тут занимается, все через это проходят. Наверняка и тебе это Да, знакомо. конечно, ты что? Это вообще мне интересно. Ну ладно, Ну, давай. 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 Адьте. Хорошо доехать. Нам, я говорю, спасать Валерия Батьковича надо. Ну, если что, я острова. Если балки, таблетки, что там? Таблетки-то у нас есть, я его замазал тетрациклиновой мазью. Мы сразу до скорой. На такой малюсенькой лодке вдвоем плавать. На такой малюсенькой лодке вдвоем плавали, ой-ой-ой. Точно отчаянные. Это первая наша сетка. Самое интересное, от берега сразу на глубину уходит. Это вообще-то первый признак, что рыба попала. Проверим догадку. Ух, есть рыбка, есть. Я говорю, вдоль берега гуляет. Плотва. Так, ну что, собираем урожай. Эти ребята, когда разговаривали, сказали, что попало. Угу. Рыба густо попала вдоль берега. Там, где сетка ушла на глубину, пусто. Ну что, едем дальше. Есть рыбка, есть немножко. Достаточно крупная. Плотва. Ветерок вроде небольшой, а гонит. Сгоняет от того места, куда надо. Эй, ты куда?
Что-то похожее на корягу. Тут надо понять, с какую сторону нагнала его. На корягу наскакиваешь, надо проверить в одну сторону, не в эту точно. Скорее всего, в ту сторону. Ох ты, порвал. Так, на какую-то ветку качается. Не, капитально. Капитально порвал. Так, в эту сторону жестко. Едем в другую. Так. Капитально. Да. Рвется за милую душу. Ну, куда деваться? Рвем дальше. Пойдем другим путем. Ну что? Запоминаем. В этом году сюда корягу нагнала. Мощняцкую. Ну, а порванную часть придется отрезать. Бывает в жизни огорчение, ладно. Одну сетку слегка попортил. Что-то я не совсем понял. Кто это на глубине такие дыры мог сделать? Супер дыры. Как будто медведь Бобер же так глубоко не ныряет. Выдра, что ли? А выдра что так глубоко делать? Однако, не акула же здесь плавает. Там, где на глубину поставил пару сеток, вдоль травы, вдоль немножко склона, считай, вдоль берега массово попало. На глубине штучно, штука. А на одной сетке конец таких дырок, блин. Что там такое может быть? Акула, что ли, плавает? Так, ну что, осталось проверить сети, которые в траву кинул. А где сетка? Ага. Вроде здесь. На мелкотне сетка утонула. Это о чем говорит? Что-то должно быть. Проверяем. Хо-хо. Ни хрена себе. Карасик. Хо-хо. Ага. Ну, сколько у вас тут? Ни хрена себе. Есть немножко, есть в траве. В основном плотва, конечно. Прошелся посмотреть по сетке, которую я в траву кинул, тоже поперек. Краи берега достаточно густо, а посередине штучно тоже. Рыба все-таки ходит вдоль чего-то, вдоль травы, вдоль берега. А по однообразной местности, типа открытого пространства без растительности или открытого пространства с растительностью, слабо ходит, штучно. Вдоль берега достаточно густо и штучно, пускай даже по траве. Ух ты, штучно. Что-то покрупнее попало. Штучка. Ну, ладно. Так, ну что, дядя Валерия нету, поэтому мне надо успеть сегодня почистить сетки, посушить и все это до избушки затащить.